дамы и господа, народный артист России Максим Дунаевский. Добрый вечер, дорогие друзья. Это не дежурная фраза, потому что я уверен, что здесь в зале друзья. После вчерашнего концерта я особенно в этом убедился, что в зале одни друзья. Это редкое явление, на самом деле. Вы что думаете, так всегда бывает? Ну, а если в зале друзья, ну, как минимум, очень хорошие знакомые, то тогда и что-то рассказать всегда можно побольше, чем обычно. Не в смысле времени не затягивать концерт, а вот какие-то истории, которые наверняка вы не знали, не слышали. Ну, вначале скажу, что это юбилейный концерт, и не меня одного. Потому что так совпало, что в 2020 году был сразу двойной юбилей. Моего отца 120 лет и мой юбилей. Страшно сказать, 75. Я так понимаю, что ваши аплодисменты, это значит в честь того, что я неплохо выгляжу. Ну, уже увы. Но пришлось, значит, мне на самом деле уже больше. На целый год и даже на 1,5. А вот скоро уже и 77 исполнится. Фу, какая страшная фраза. Потому что 20-й год для нас всех был очень неважный. Да и сейчас продолжается вся эта история. И у нас был назначен концерт на апрель еще с вами встреча, но ее пришлось перенести, потому что меня тоже не миновала сия чаша. Эта гадость я подхватил. Но, слава Богу, вот вышел и стою перед вами. И все это отложено. Но так происходит не только у нас, так происходит во всем мире. Все откладывается, перекладывается, но слава Богу, что оно наконец состоялось. И сегодня прозвучит музыка, прекрасная музыка, которую вы, конечно же, знаете, моего отца Исаака Дунаевского. И я тут немножечко встряну со своими произведениями, песнями. И я думаю, что мне хотелось бы, чтобы вам сегодня скучно ни в коей мере не было. Ну, а почему я смеялся? Я всегда боялся, чтобы меня сопоставляли с папой. Так всегда дети всегда боятся, чтобы их сравнивали со своими известными родителями, знаменитыми. Вот. Но время идет, и уже как-то это становится не очень важно, и что-то уже в жизни сделано, что можно смело выходить на такой вот концерт, где прозвучит музыка отца и сына. А прежде всего я вам должен сказать, что начнем мы, конечно, с увертюры к фильму «Дети» Капитана Гранта. Как может быть Исаак Дунаевского без этого произведения, которое исполняют все оркестры и у нас в стране, и за рубежом, я сам был этому свидетель, это уже стало мировой классикой. Еще я вам хочу сказать, что с вами сегодня весь вечер будет замечательный оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Итак, начинаем.
Вы знаете, я вам должен сказать, что это произведение очень... Я уже сказал, что многие играют оркестры, но вот так хорошо, так замечательно, что я даже стоя за пультом, заслушиваюсь, честно говоря, так редко бывает. Так, поаплодируйте своему оркестру, пожалуйста. Следующее произведение было написано довольно давно, но близко уже к смерти Исаак-Оща. Удивительно, что такое светлое, замечательное произведение появилось за год, буквально до его смерти. И пела его незабвенная, легендарная Шульженко. Вообще, с Шульженко его долгая дружба соединяла буквально с 20-х годов 20 века и до самой его смерти. Умер он рано, в 55 году, в 55 лет, увы, настигла его смерть. Ну вот интересно, что Шульженко, они начинали вообще свою биографию. Они вместе работали в Ленинградском мюзик-холле, который вообще начинал всю нашу эстраду, весь наш джаз вместе с Утесовым, вместе с Шостаковичем, который там был, просто играл на рояле, даже еще и не сочинял музыку. И Шульженко была одной из солисток Ленинградского мюзик-холла. И вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она была написана для фильма «Веселые звезды». И Шульженко там, она сама в кадре поет эту песню. Ну, а сегодня, я вот сейчас хочу вас познакомить с удивительной, сегодняшней, да, может быть, не Шульженко. У Шульженко, кстати, никогда не было голоса. Она была безголосая, но удивительно обаятельная, потрясающая певица. Это я понял, когда не так давно смотрел ее концерт в записи 50-х годов из колонного зала Дома Союзов в Москве. И я, вы знаете, так прилип. Я все 3 часа этого огромного концерта высидел. Она пела беспрерывно. Она успевала только менять платья. Их сменила штук 5 за концерт. Вот. И вот я смотрел, я прилип, я не мог оторваться, потому что я не понимал, как такое, почему. И не очень, и это безголосое, и не очень красивое, если честно сказать, и не очень фигуристое, если тоже честно сказать. И вот такая любовь всенародная к этой артистке. Это какая-то особая вещь, особый контакт. И я понял, что это, конечно, невероятное, потрясающее обаяние и стопроцентная музыкальность. Вот есть такое понятие. Как его объяснить, я не могу. Но оно существует. Но сейчас я хочу вам представить потрясающую совершенно молодую певицу, солистку Башкирского государственного театра, оперы и балета, лауреата многочисленных конкурсов, с которой нас уже не первый год связывает дружба, замечательной певицы, я думаю, вы сами оцените ее дарование, много рассказывать не буду, Эстер Кандинова. Я думаю, не надо сейчас, потом поаплодировать. Я думаю, вы сами это будете делать, и вам не надо будет ничего говорить. Песня «Молчание» из кинофильма «Веселые звезды».
значения вижу я теперь во всем, и в твоем прикосновении, и в молчании твоем. Не спугни очарования этих тихих вечеров, ведь порою и молчание, ведь порою и молчание нам понятней, нам понятней, нам понятней всяких слов. Этих тихих вечеров, ведь порою и молчание, ведь порою и молчание нам понятней, нам понятней, нам понятней всяких слов. Ага! Эстер Канлинова. Еще одна песня в ее исполнении. Это 47-й год, кинофильм «Весна». После войны, после всего нужно было такой вот встряску, да, и сделали замечательный фильм Григорий Александров и Исаак Дунаевский. Кстати говоря, это был их последний совместный фильм. До этого они много работали, очень плодотворно, все фильмы наизусть вы знаете их, но какая-то вот между ними пробежала кошка. Злые языки говорили, что это женщина. Но а какая это могла быть женщина? Конечно, Любовь Орлова. Красавица, как сейчас бы сказали, секс-символ эпохи. Действительно, так оно и было. И не знаю, было это так или нет, но вообще-то папа был влюбчивый человек, если честно. Влюбчивый, да. Ну, что смеетесь, да? Про меня, да, да, на осинке не растут апельсинки, да. Да. Ну, я не думаю, что этот роман как-то далеко очень зашел, потому что Орлова замечательная артистка, чуть хуже певица, уж точно не такая, как Эстер. Но, тем не менее, для кино было нормально, хорошо, она пела, она пришла из хора, в общем, и артисткой вообще не была. Ее как-то Григорий Александров смог ее сделать, артистку такого класса и такого уровня. И вот фильм «Весна». «Весна» идет. По бульвару мрачно шел прохожий, птицы пели, трели про апрель.
слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы, весна идет весне дорогу. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, отчего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже мелкой рябью ветер озорник, а ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда. Но все равно журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы, весна идет весне дорога. Действительно браво, браво, Эстер, браво. И браво оркестру, который так легко сыграл эту вещь. Замечательно, спасибо вам, правда? Правда, это абсолютно искренне от сердца. А теперь к одному из первых сочинений отца, который прославило его. Это фильм «Веселые ребята». Ну, конечно, вы все знаете оттуда и все песни, и все, но мы сейчас поем песни, которые, может быть, менее известны. Хотя, может, я ошибаюсь, может, она и не менее, потому что там все песни были замечательные, но не такая, как «Марш веселых ребят», как как много девушек хороших. Там были такие хиты, суперхиты, которые, как говорится, на все времена. Но сначала немножко об истории фильма. Это был фильм «Заказ». Ну, не тот заказ, который... Фильм заказной, я имел в виду, фильм. И заказал его сам. Нет, почти, товарищ Сталин. Вот. И дело в том, что Григорий Александров, Эйзенштейн и ряд других композиторов, режиссеров вернулись не так давно, в начало 30-х, конец 20-х годов, они вернулись из Америки. Тогда легко пускали через кордоны, людей с удовольствием, посмотрели жизнь, чему-то подучились, научились. Молодая страна нуждалась в кадрах. Это было действительно это было здорово. И вот Эйзенштейн с Григорием Александровым как раз приехали из Америки, пройдя там некоторые, так сказать, свои университеты, и доложили наверх, что есть очень талантливый молодой режиссер, который только что вернулся из Голливуда, вот, все там набрался как следует всему. И пришла такая весть сверху, что надо сочинить такую голливудскую, американскую комедию
но на советскую тему, на советский сюжет. Думали, нашли Эрдмана, которого впоследствии чуть не расстреляли. Вот, это замечательный был автор, который и до революции писал пьесы, вообще драматург прекрасный, и комедиограф. И он сочинил сценарий. Александров привлек молодого композитора, вернее, нет, он сначала привлек молодого артиста из ленинградского мюзик-холла Леонида Утесова. Потом Григорий Александров нашел Любовь Орлову, вот, которая впоследствии стала его женой. А уже Утесов привлек Исаака Дунаевского, своего партнера и музыкального руководителя Московского государственного мюзик-холла. До этого папа писал произведения, но, конечно, не такие. Это были театральные пьесы, даже какие-то водевили он писал. Но вот почему-то выбор пал на него, и он оправдал это доверие. И появились веселые ребята. Причем очень боялись авторы, очень боялись Усатого. И сначала привезли к нему на дачу первую часть картины, а вторую попридержали. Потому что если будет гнев великого, то чтобы они вовремя побежали со второй частью, так ее и не показав. Но когда кончилась первая часть, погас экран, Сталин сказал, что такое? А где вторая часть этой замечательной комедии? И они поняли, что они выиграли. И это действительно получило массу призов, массу всевозможных лауреатов, государственные премии. Сразу они были все обласканы властью. Ну и не просто так. Я думаю, что комедия до сих пор существует, и вы ей до сих пор радуетесь, верно же? А песня, которая сейчас прозвучит, это песня Анюты из кинофильма «Веселые ребята». Эстер Кандинова. Эстер. Просто Эстер. Можете говорить просто Эстер? Эстер. А сейчас, вообще,
вот можно сказать про Орлову, что она была леди совершенства, правда? Это же, конечно, в свое время была, то есть никто с ней не мог сравниться по уровню, по влиянию, по ее воздействию женскому и актерскому. Ну и поэтому, может быть, самое время мне как-то встрять немножко со своей леди совершенства. Теперь это будет не Любовь Орлова, а настоящая леди совершенства Эстер. Шляпки. Элегантный сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют, леди, как вас зовут? Леди Мэри, леди Мэри. Ты само совершенство, от улыбки до жеста, души всякий попал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. И простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко, без затей, лучше всяких врачей, всех кругом спасает летом и зимой, лишь улыбкой одной. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют, леди, как вас зовут? Леди Мэри, леди Мэри. Вы само совершенство, от улыбки до жеста, души всякий попал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал. Максим Исаакович Дунаевский. Леди совершенства. Она еще вернется, не волнуйтесь, вернется. Леди совершенства не может исчезнуть. Ну, раз уж прозвучала моя песня среди песен отца, то я бы хотел продолжить это. Дело в том, что сейчас очень актуально будет одна. Кстати, вы, наверное, знаете, что это песня из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания», да, который прозвучал. Вот еще одна песня оттуда. И тут я оказался в безвыходном положении. Значит, все, кто ее пели, Павел Смеян, к сожалению, ушел из жизни. Коля Караченцев тоже пел, ушел из жизни. Дима Харатьян, правда, ее много поет, эту песню, но сюда я его не смог, своего друга, пригнать. Поэтому, что уж, потерпите, придется петь мне. Очень актуальная песня «Непогода». Она актуальна не только для вашей республики и города, она актуальна везде. И везде. Хотя она написана была для Лондона, но это не имело никакого значения. Лондон действительно ужасно в этом смысле. Просто точно полгода плохая, полгода совсем никуда. Но вот у нас у всех, я думаю, что она вызывает одни и те же эмоции. Итак,
Это я приготовлю на всякий случай, потому что старые уже слова вылетают из головы. Ну, что делать? Изменения в природе происходит год от года. Непогода нынче в моде, непогода, непогода, словно из водопровода льет на нас с небес пара. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда. Нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя, никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата. Непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда. Нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя, никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя, никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Спасибо большое, спасибо. Ну, я понимаю, вы, ну, из дружеских, можно сказать, таких побуждений. Поют я так себе, но зато с душой, с композиторской душой. Спасибо, спасибо. Но с непогодой все-таки как-то надо бороться, хотя, я думаю, бесполезно на самом деле. Я сейчас вам хочу представить одного исполнителя, хотя мне вчера сказали, что и представлять-то особо его не надо, вы его знаете. Тут дело в том, что я не так давно, копаясь в библиотеке моего отца, обнаружил потрясающую песню. Она, правда, почему-то не должна была потеряться, потому что это ария из оперетты «Золотая долина». И вдруг я обнаруживаю и думаю, господи, какая прекрасная песня. Она называется «Романс». Хотя это не романс, мне кажется, это песня. И в его собственной инструментовке, что очень важно, это романс Николая. И я подумал, что неправильно называют опереттами произведения отца и многое, что он написал вот в те годы, потому что это настоящий мюзикл. И вот вы сейчас это услышите. Я думаю, что, может быть, даже это в театре вашем поставить, потому что это прекрасно. У вас же идет оперетта.
идет вот такой вот мюзикл Исаака Дунаевского, было бы очень неплохо, или что-то из его произведений. Но, во всяком случае, послушайте сейчас. А на сцену выйдет солист Башкирского государственного театра оперы и балеты. Я подглядываю, потому что мне трудно выучить сразу. У вас сложные имена, фамилии. Айтуган Вальмухаметов. Еще туманом город весь окутан, еще с Невы чуть веет ветерком. И я спешу воскресным ранним утром к скамье гранитной справа за мостом. Подругу жду я здесь в заветном месте, и плещет сердце радость тайная моя. Мне ветерок с Невы приносит вести, что на посту стою недорогая. Еще туманом город весь окутан, еще с Невы чуть веет ветерком. Мой путь с твоим навеки перепутан, и значит нужно нам идти вдвоем. Вот отчего, как только я замечу мою любовь вдали за аркою моста, счастливее иду к тебе навстречу, моя подруга, светлая мечта. Замечательно. Вот уже и Николай есть для роли. Я думаю, что есть, состоялся. Или другая, может быть, оперетта, извините, мюзикл, дуэт из которой сейчас прозвучит. Это «Вольный ветер», дуэт Стеллы и Янка. На сцену приглашаю Эстер, и Айтуган будет продолжать петь уже другую роль, уже другую. Вот вы сейчас проверите, он как раз и в этом может сыграть, и в этом, ну, как и положено настоящему артисту. Я всегда и повсюду с тобой, лишь с тобой. Стелла, повторяй за мною прибой голубой. Стелла, в океане волны бирюза, как глаза. В ней для меня светит взгляд нежный твой.
И я поверил, что это Янка и Стелла. Браво! Ну, проводите, ну как так, что такое, что ж такое? Ваш же артист замечательный. Айтуган! Одной из красивейших, я думаю, лучших мелодий, одна из красивейших мелодий Исаака Дунаевского, вообще песен, которая выдержала массу всевозможных аранжировок и исполнений, но эта песня сегодня в исполнении, вот вчера я первый раз слышал по-настоящему вот в концерте, сам слушал в концерте, это были все репетиции, послушал, как поет ее Эстер. Вы знаете, я думаю, папа был бы очень, очень доволен. Это «Колыбельная Мэри» из кинофильма «Цирк».
От меня искреннее сыновнее спасибо, Эстер. Упал в обморок. Спасибо. Ну и напоследок, ну не концерта, нет, первого отделения прозвучит незабвенный, потрясающий лунный вальс Исаака Дунаевского из кинофильма «Цирк». В ритме вальса все плывет, весь огромный небосвод. Вместе с солнцем и луной закружился шар земной, все танцует в этой музыке ночной. В ритме вальса все плывет, весь огромный небосвод, все кружится спустя, удержаться нельзя. В ритме вальса все плывет. Здесь так светло, мир так хорош, счастье близко. Максим Дунаевский. А оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Антракт. Буфет. Какой же концерт без детей? Детки у нас замечательные. Это ваши детки. Это хоровая детская студия при театре. Поэтому сейчас, конечно, прозвучит песня. Как вы думаете? Ну, 33 коровы, конечно же. Их, правда, меньше немножко, я спросил. Их 22. Немножко не считались коров. Ну, какие же они коровы? Чудесные, молодые. Очень даже молодые.
поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы шиплют травку, отдыхать отправлен был. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, с них родился новый, красный как парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, с них родился новый, красный как парного молока. В 5 часов вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи Горова, где давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Теперь молочная диета благотворна для поэта, если не всего 6 лет. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, с них родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, с них родился новый, как стакан парного молока. Молодцы, ребята! «39-й год. Папа жутко влюбился. Нет, не в мою маму, нет. Еще нет. В маму в 40-м. Но мы же с вами говорили, да? Ну что делать? Ну так уж сложилась жизнь. Влюбился он в очаровательную, совершенно потрясающую, юную актрису с такими обаятельнейшими ямочками на щечке, на подбородке. Ну просто очарование, обаяние. Да еще она пела. Не так хорошо, но прилично пела. Лидия Смирнова, известная вам, да? Она вообще прожила большую, долгую жизнь, это очень здорово. И папа, знаете, недавно, не так давно, когда она еще была жива, значит, я писал музыку к фильму, где она снималась, уже в солидном, очень солидном возрасте, где-то играла какую-то роль. И мой соавтор, поэт Наум Олев, подбежал к ее артистической, значит, уборной и закричал: «Лидочка, тетя Лида, Лида, вы знаете, кого я вам привел?» Молчание, через некоторое время недовольный голос из-за двери: «Кого?» «Я привел вам Максима Дунаевского!» Молчание опять в голос оттуда: «Ну и что?» Он сказал: «Как что, Лидочка? Он мог быть вашим сыном!» Вот такая история. Но я скажу, что роман был несчастный. Сейчас прозвучит песня, одна из самых любимых моих песен. Мне кажется, что и вы тоже эту песню любите и слушали неоднократно. «Если все не так, если все иначе». Помните эту песню, да? Ла-ла-ла-ра-ри-ра-ра-ра. Там такие слова. В первом припеве последняя строчка: «Если ты пришла, моя любовь». А во втором куплете и втором припеве последняя строчка такая: «Если ты ушла, моя любовь». Для песни очень необычно. Да? Обычно наоборот всегда трагедия в первом куплете и свет во втором. Но тут вот как-то вот, я думаю, я гадал, а потом понял, в чем дело, когда одну вещь узнал, что Лидочка-то, наша красавица, отказывала все время папе. И, в общем, основательно, потому что она была замужем, глубоко, как говорится, замужем.
и не хотела уходить от семьи, а папа требовал. Требовал, он был очень требовательный ухажер. Он красиво ухаживал, подарки, цветы, поездки, очень красиво, но не получилось. И вот проходит какое-то время, папа приходит к ней, звонит звонок, огромным букетом роз невероятной величины. Она его впускает, говорит: Исаак, что такое? Он вручает ей этот букет и говорит: а вы знаете, Лидочка, а я вас уже не люблю. Вот поэтому и появилась такая строчка, посвященная ей песне, потому что он ее пригласил на этот фильм, так сказать, составил ей протекцию. Она сыграла главную роль в фильме «Моя любовь», из которой сейчас вы услышите эту замечательную песню. Поет Эстер Кандинова. А что, кажется, ямочки есть. Смотрите, какие ямочки улыбаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то мне это напоминает. Выскажешь свои мечты. Если все не так, если все иначе, если ночь полна цветами, если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами, если целый мир для сердца тесен, если воздух полон песен, если, расставаясь, ищешь встречи вновь, значит, ты пришла, моя любовь. Будет каждый день весна, но однажды в темный непогожий вечер ты придешь домой одна. Медленно так развяжешь, слова никому не скажешь, ночью лишь подушки девичьей подружки выплачешь свою тоску. Если все не так, если все иначе, если думать нету боли, если сон бежит, если сердце плачет, плачет от невысказанной боли, если дни свои этой болью меришь, если никому не веришь, если, расставаясь, встречи
хочешь в лад, значит, ты ушла, моя любовь. Значит, ты ушла, моя любовь. Эх, значит, ты ушла, моя любовь. Ну, что вам сказать? Действительно грустная история, но на самом деле она все равно оптимистическая, потому что столько всего хорошего написал отец даже после такой несчастной любви. В 40-м году встретил мою маму, в 45-м я появился. Так что все не так уж плохо, да? Не так плохо. И поэтому сейчас прозвучит в исполнении Эстер. У нас участвует, я вам в первом отделении объявил, хор Башкирского государственного театра оперы и балета. Знакомьтесь. Ну и, конечно же, оркестр, который у нас сегодня весь вечер. А песня будет «Хорошо». Это очень такой, я бы сказал, немножко... Это интересная. Она стала очень известной, эта песня, после фильма «Испытание верности». Тоже незадолго перед смертью написана, но она очень странной такой большой формы. Как же, опять как будто бы в мюзикле. Вот отец немножко не дожил до такого времени. Вообще на Западе этот мюзикл расцветал. А вот у нас было запрещено просто это слово, даже мюзикл. Так же, как и слово рок и джаз. Вначале он возник в 20-30-е годы, а потом его тоже запретили. Слово джаз было запрещенное. Говорит, смотрите, он одет по-джазовому. И мы это называли, музыканты, время распрямления саксофонов. Вот такое было странное времечко. Вот, песня «Хорошо» – это, мне кажется, номер из классного мюзикла. Приходит весна, хорошо, хорошо, когда сердце
сердце приходит весна. И ведь это действительно хорошо. Ну ведь хорошо, правда? А какая песня замечательная, да? Нежная, прекратительная. Жить хочется. Хочется, хочется. Что у нас, спасибо. Эстер, поаплодируйте, пожалуйста. Правда, вы еще ее не провожаете, она еще вернется, конечно, но тем не менее. Хорошо. Ну, сейчас я вам хочу представить новую певицу. Я уверен, что вы ее не знаете. Вы ее не знаете, она уж в Уфе точно первый раз выходит на сцену. И вообще она очень редко на нее выходила. А сейчас вот вдруг, услышав ее голос, я решила, что такое, почему певица? Хотя она не пропадает, она участвует в разных мероприятиях и преподает, и все. Но тем не менее, вот я бы хотел, чтобы вы с ней познакомились, потому что, мне кажется, у нее еще путь продолжается и будет продолжаться, и восхождение, и очень даже хорошее. Маргарита Колотилина. А исполнит она песню, которая написана давно мною, тоже для фильма «Карнавал». Это несчастная песня, я бы сказал, хотя она стала хитом на долгое время, слава богу, эта песня. Но судьба у нее такая очень трудная. Бывает у песен трудная судьба. Написал я очень быстро ее вместе с поэтом Робертом Рождественским. Но режиссер Татьяна Михайловна Лиознова, замечательный режиссер, вы помните такую, конечно, она никак не принимала песню, и все. Я приносил вариант за вариантом, не принимает, не то, совсем не то, мне нужен не то. А я понимал, что нужен хит в картине, обязательно нужен хит. Без нее картина не потянет. И вдруг меня осенило, где-то через месяц или даже 2 я прихожу к ней и приношу песню. И она говорит, вот, голубчик, это то, что надо, я не случайно тебя заставила ленивца работать. Ты ленивец, ты не писал, а вот сейчас это прозвучало, настоящая песня. Вы знаете, меня гложет совесть до сих пор. Прошло уже много лет, ушла из жизни Татьяна Михайловна Лиознова, а я так ей и не признался до самой ее смерти, что это был первый вариант песни. Позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.
знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе, я смогу, не заплачу, эту боль перетерпя, я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя. Спасибо. Ну а что, может, и цыганщину сгоняем, а? Погадаем, может? Надо позолотить ручку. Я понимаю. О, Ромео. Вы знаете, это действительно песня, ну, вы уже, наверное, догадались, это песня «Гадалка» из кинофильма «Ах, водевиль, водевиль». Она стала очень популярной сразу. Но самое большое мое достижение не в том, что она популярна, а в том, что ее начали петь сами настоящие цыгане. Во всех концертах, во всех гастролях они брали эту песню, даже не знаю, что я ее написал, думаю, что это цыганская песня. Вот, и только потом, через пару лет, обнаружилось, что у песни есть автор. Думаю, что это серьезное достижение. Стоит белый свет у цыганки за старой колодой. Хоть один найдется клиент в ожидании чудес невозможных. Постучится хоть кто-нибудь к ней, и раскинет она благородных своих королей. Ну что сказать, ну что сказать, устроили так люди, желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать, устроили так люди, желают
Желают знать, желают. Видишь, как люди желают знать. Маргарита Колотилина. Спасибо. Максим Дунаевский, прекрасный автор этой замечательной песни, этого хита, который будет звучать еще очень-очень долго. Я знаю об этом. У каждого автора есть свое любимое произведение. У меня тоже есть. Хотя, в общем, все песни, все произведения, фильмы, мюзиклы, они все любимые на самом деле. Трудно выделить. Ну, раз я написал, значит, люблю. А то, что не люблю, выбросил. Выбросил, правда, да, очень много выброшенного есть. И одна из таких любимых моих песен сейчас прозвучит. И вы знаете, не только потому, что, ну, вот как-то она от души мне далась, она далась на пике моей любви. Вот как папа написал песню «Значит, ты ушла, моя любовь». Но эта песня так и с трагическим концом. А у меня все-таки там есть большой свет, хотя, в общем, так жизнь распорядилась, что с этой женщиной я долго не прожил. Это Наташа Андрейченко, которая как раз сыграла главную роль в этом фильме. И что интересно, что она даже не знала эту музыку, потому что я писал как-то отдельно от нее, она ее не слышала, и днями и ночами работал. И она случайно попала на главную роль в этот фильм, потому что режиссер не принял концепцию артистки Анастасии Вертински, хотя для нее все это как бы делалось. И он позвал Наташу Андрейченко, она пришла, и он сел, и прежде всего он поставил ей музыку. И я видел, что у нее потекли слезы, а значит, я попал в цель. Но не очень, видимо, раз она от меня ушла. Это песня «Ветер перемен». Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлука, обид и зла, им нет числа, им нет числа. Сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. День и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра.
Маргарита. Максим Дунаевский. Маргарита. Я думаю, ветром перемен ее не зря занесло к вам в Уфу. Браво, кричат, браво! Вы знаете что, друзья мои, я вдруг подумал, а не пришла ли пора нам с вами вместе попеть? Да? Ведь я тоже так думаю. Сейчас. Сейчас прозвучит песня, которую очень прошу вас, вообще обычно всегда она подпевается женщинами, она очень женская песня. Но если мужчины ее попоют, то я тоже, наверное, не откажусь от этого. Давайте, эта песня «Все пройдет». День уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что спой о том, как вдаль плывут корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, как биться не устает сердце с сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что не проходит мир. Вновь о том, что день уходит с земли, ты негромко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как звезда всю ночь напролет смотрит синим взглядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо. Не проходит мир, не проходит.
Это вам браво! Как вы замечательно пели, просто замечательно. Вам и хор не нужен, по-моему, совершенно. Вы все прекрасно сделали сами. Знаете, я как-то, когда мне Дербенев, Леонид Дербенев, мой соавтор замечательный, принес этот текст, песню эту, стихи, я сказал: Лень, ну зачем ты людям неправду-то говоришь? Он говорит: а какая неправда? Я говорю: ну любовь-то все-таки проходит. Та самая, первая такая, она проходит. Потом, конечно, остаются чувства, там все это можно назвать любовью. Но вот он говорит: а кто тебе сказал? Ты плохо читаешь мои стихи. Я говорю: почему плохо? Он говорит: там не написано, что любовь не проходит. Там написано: только верить надо, что любовь не проходит. Ну, давайте еще одну песенку споем. «Городские цветы». Осенью сейчас. Это так важно. Нам цветов не хватает. Давайте. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы навсегда завладели вы моим в городах, где зимою не видно зари, где за крышами спряталась даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. От того ли, что загадка какая-то есть на земле у любой красоты. От того ли, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы. Городские цветы, городские цветы. Опять я кричу сквозь грохот и дым. Городские цветы, городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим. В час, когда фонари фиолетовым мгле цедят снег над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, поросших травой. Может быть, как никто понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я 1000 раз, но покинуть вовек не смогу. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу сквозь грохот и дым.
Спасибо большое, что попели мы с вами вместе. Это тоже нужно иногда, правильно? А сейчас я хочу пригласить на сцену снова Эстер, для того, чтобы в вашу честь спеть прекрасную песню Исаака Дунаевского «Заздравную». Только поднять нам нечем, поднять. Ну, я думаю, что найдем повод и время. «Заздравная песня» из кинофильма «Весна». Поет Эстер Кандинова, хор и оркестр. До края нальем, застольную песню за здравную чару до края нальем, застольную песню играя споем. Любовь нам потянет, любовь нам поет. Песню солнышко по кругу пойдет. Застольная песня звенит веселей. Сегодня мы вместе среди милых друзей. И говор веселый звучит просто. И слуга сияют, и радость Ну, принимаете такую чару? Чару принимаете такую, заздравную? По-моему, классная чара, прямо шампанским запахло. Я думаю, что вечер получился, нет? Или я слишком и хорошо думаю? Получился. Зачем? Спасибо. Нет, правда, вам большое спасибо. Вы очень теплая, прекрасная публика. Поэтому я думаю, каждый вот такой вечер, он запоминается. Запоминается. И вот об этом песня, наша финальная песня. Ах, этот вечер. Днем город как город, и люди как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим.
И Гамлет страдает, и снова поет Лонгрин. Ах, этот вечер лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак. Погаснут свечи, уйдет любовь, но в этот вечер вернется вновь. Опять с каравеллы привозит с собою вино в ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви, что схоже с планеты еще не открытой людьми. Ах, этот вечер лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак. Погаснут свечи, уйдет любовь, но в этот вечер вернется вновь. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. И вечер волшебный запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле. Когда нас не будет, нас будут играть на земле. Ах, этот вечер, Вернется вечер, вернется. И любовь вернется, и вечер вернется. Спасибо. Оркестр Башкирского государственного театра оперы и балета. Хор Башкирского государственного театра оперы и балета. Детский хор студии театра. Маргарита Колотилина, Айтуган Вальмухамедов, Эстер Гандинова, маэстро Максим Исаакович Дунаевский. Ах, этот вечер! Браво! Всем артистам, оркестру, хору. Брависсимо! Максим Исаакович Дунаевский. Исаак Осипович Дунаевский. Над нами. Он парит, он радуется.